Договориться о встрече с Адамом Осмаевым удалось далеко не сразу. После нападений чеченский доброволец с представителями СМИ тет-а-тет не общается, так как в одном из случаев киллер использовал для прикрытия именно журналистскую деятельность. Адам Осмаев, чеченский доброволец. В 2012 году арестован в Украине по обвинению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. В 2014 освобожден, едет на Донбасс, становится бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, а в 2015 возглавляет подразделение. В 2017 на Адама Осмаева совершают 2 покушения. С тех пор бронежилет – неотъемлемая часть гардероба Адама Осмаева. Вы сейчас в бронежилете? Сейчас нет, потому что я знаю, что проверил вас, что вы действительно журналист. Вот, и мы в безопасном месте сейчас. Осмаев согласился встретиться в редакции «Донбасс Реалии», и это скорее исключение из правил, которых он сейчас строго придерживается. Чтобы полностью обезопасить себя, это отказаться от публичности, поменьше о своих планах рассказывать посторонним людям, очень аккуратно с любыми встречами, с любыми подарками. На Донбассе Осмаев сейчас тоже не бывает. Раньше было известно как минимум о 3 добровольческих подразделениях, основу которых составляли именно чеченцы. Это батальон имени Джохара Дудаева, батальон Шейха Мансура и подразделение Шалена Сграя. И хотя чеченских добровольцев на передовой стало значительно меньше, свою деятельность подразделения не прекратили, уверяет Осмаев. Сейчас это менее публично, потому что нет в этом необходимости, потому что это идет сотрудничество с ВСУ, которым тоже это не нужна, эта реклама лишняя. Вот поэтому все происходит тихо. Первое нападение на Адама Осмаева в Украине произошло в июне 2017-го. Тогда жене добровольца Амине Акуевой удалось обезвредить нападавшего, которым оказался гражданин России Артур Кринари. Осмаев считает его киллером, действовавшим по приказу российских властей, но у следствия все еще нет доказательств, подтверждающих эту версию. Надо понять просто юридические тонкости, что они не могут определять то, что они не могут доказать. А такие вот преступления очень сложно доказать, если нет признания самого человека. Кринари свою вину отрицает. В обвинительном акте прокуроры мотивом покушения на Осмаева называют личную неприязнь и никаких упоминаний о российском следе. Этого человека, Кринари, я до этого никогда не встречал, не видел, никаких дел с ним не имел. С чего это он так вдруг решил меня убить? Естественно, все очевидно для меня. Но для суда, для следствия нужны конкретные факты. В октябре прошлого года нападение на Осмаева повторилось. По автомобилю, в котором ехал доброволец, неизвестные из автоматического оружия выпустили 1,5 десятка пуль. Перед поворотом снижается скорость, классическая засада военная, и практически в упор расстреливают. Для этого много ума не надо. Осмаева ранила, а его жена Амина Акуева, которая была вместе с ним в машине, погибла. Я еще отъехал какое-то расстояние, потому что мотор тоже был прострелен, и машина с трудом, но чуть-чуть еще проехала. Я начал оказывать первую помощь Амине, потому что она не подавала уже признаков жизни, так скажем. Там было уже бесполезно, так скажем, потому что было в голову попадание, одно из попаданий. Супруги в момент нападения были без государственной охраны, которую к ним приставили после первого покушения. На тот момент срок ее работы истек, а на продление Адам Осмаев не настоял. Она ушла как воин, мы знали, что нас может ожидать на этом пути. Амина говорила даже такой момент, что лучше она прикроет меня, потому что я ей тоже предлагал на время отойти от меня, потому что я понимал, что это в первую очередь за мной охота. Но она отказалась, она сказала, что нет, я хочу быть рядом, я хочу тебя прикрыть. Через 8 месяцев после убийства Амины Акуевой у киевской полиции нет подозреваемых.
Похожая ситуация в деле об убийстве еще одного чеченского добровольца Тимура Махаури. Его автомобиль подорвали в центре Киева в сентябре 2017-го. Я, конечно, понимаю, хотелось бы, чтобы все быстро было расследовано, но я не сторонник зрады по этому поводу. Я просто понимаю, что это достаточно сложный процесс. Украина в состоянии войны, находятся расшатаны все правоохранительные структуры. Будем надеяться, что они будут лучше работать. Но несмотря на проволочки в расследовании нападений и постоянную угрозу для жизни, Осмаев заявляет, не собирается уезжать из Украины. Это огромная цена, но я ее заплатил и готов еще платить. Будучи верующим человеком, тем более я знаю, что мы за правду. Мы ни на кого не нападали, ни Ичкерия, ни Украина. Мы только защищаем свою землю. Будем надеяться, что мы отстоим то, за что мы боремся. Левкостек, Алексей Гриценко, Юрий Комаров, Донбасс Реалии, Радио Свобода.